Георгий Гагашидзе хочет задать вопрос. Пожалуйста. Давай, Георгий. Да, добрый день. Спасибо за лекцию в первую очередь. Вот. Но у меня не вопрос, а вопросы, поэтому я на две части разобью. Я одну часть сейчас задам, а если останется потом время, тоже задам, чтобы просто людей не задерживать. Меня же хорошо слышно, да? Да. Вот. У меня, кстати, вот добавление насчет Горской республики есть. Ведь Горская республика – это вообще сокращенное название, а ведь официально она называется Республика Союза народов Северного Кавказа и Дагестана. Дагестана, да, Вот. совершенно И Дагестана. А как мы знаем, Абхазия – это не Северный Кавказ и не Дагестан. Совершенно верно. Вот. Но вопросы у меня такие. Первый, самый важный. Вот если вот вы считаете, что современные абхазы – это потомки тех, кого переселили турки, заранее выгнав оттуда грузин, то какие источники, например, есть ли турецкие источники, которые говорят вот об этом, или это просто вот на вот этом Кураеве все держится и о том, что... Нет, на Кураеве не держится. Я вам начал с Татищева. Это середина 18 века. Я вам назвал немецких, французских, английских ученых, которые об этом утверждали, русских ученых тоже того же Дьячкова, Тарасова и так далее. Закончил Кураевым. Да. Очень много таких данных, которые нам говорят о том, что вот они, грузинские источники имеются. Что касается турецких источников, турецкие источники, насколько они засекречены, они до сих пор не рассекречены. Когда-то, наверное, придет время, и они будут рассекречены, и мы оказываемся свидетелями, что это действительно так, и по турецким источникам. Но у нас есть наши грузинские источники, у нас есть, вот я вам приводил авторов, и все их высказывания, все их выводы, они вот в этой книге, которая называется «Очерки истории» на русском языке, «Очерки истории Грузии с древнейших времен до наших дней, Абхазия». 909 год, да, по-моему? По-моему, Дима, ты читал эту книгу, да? Я вам... минуточку, подождите. Вот в этой книге, которая называется «Очерки из истории Грузии, Абхазия», вот в этой книге они не просто перечислены, все эти материалы приведены. Все материалы, доказывающие, что вот они как раз вот пришли. Знаете, мы имеем документы, грузинские документы, даже имеем список живущих на современной территории Абхазии людей. Это конец 16 века, начало 17 века. Даже списки живущих там людей, имена их, несколько сот мы имеем. Понимаете? Так, есть русские документы 17 века. Это материалы посольства русских послов, которые приезжали в Мегрелию. Вот эта книга тоже издана на русском и на грузинском языках. Вот вы можете ознакомиться с этой книгой. Вот русские послы, русские официальные лица, которые первый раз посетили территорию, которая сегодня называется Абхазией, первый раз посетили. Официальные лица, я еще раз повторяю, послы, они приехали в Мегрелию. И где они находятся? Они находятся в Драндах, например, Дранда, около Сукуми. Это Мегрелия, там, да, на грузинском, там грузинская церковь, там грузины живут. Так, им говорят, что наш патриарх сидит в Пицунде, говорят.
Вот вам документы, вот вам источники, русские и грузинские, которые доказывают, что никакого иного этноса там не было. Вот кроме грузин. Но, знаете, до 16 века, это до Сухуми включительно, они оккупировали. А уже дальше, уже в конце 17 века, от Сухуми до Ингури. Но до Ингури они не смогли утвердиться, утвердились до Чамчири, и потом вот эта территория, которую потом назвали Самурзакану, она переходила из руки в руки, и там до сих пор это спор продолжается. Вот. Ну, я просто... Это, знаете, это такие вот источники, первоисточники. Это не какие-то официальные, и русские, и грузинские, которые это доказывают. И Татищева вы не забудьте. Татищева, он почти современник этих событий. И самый такой знаменитый, первый русский профессиональный историк. От него учились потом все остальные русские историки, там, Соловьев и прочее. К тому же огромное количество карт. Они все об этом писали. Так что у нас источников сколько угодно. А Кураев это лишний, если так можно выразиться, аргумент. Это лишний, еще раз, и лишний раз доказывающий. 100 раз доказанное до него. Дим, ты говоришь, там много вопросов? Нет, я говорю, что просто и огромное количество карт тоже это подтверждают. Там Гастальди. Да, совершенно верно. Карты подтверждают, исторические карты. Между прочим, нет ни одной исторической карты Грузии, куда не уходит Абхазия. Такой карты не создавал никто в мире. Никто в мире не создавал. Вот в этой книге есть эти карты тоже. Некоторые есть. Да, кстати, к одной из них тоже у меня задам. На следующих лекциях. Вот. У меня просто вопрос был не по самим источникам. Вот был Кураев, были другие послы, которые приезжали. То есть, До Кураева я вам назвал авторов 10, если не больше, да? И причем не грузинских. Да. Хотя есть и грузинские авторы, которые об этом писали в 19 веке тоже. И это не Павле Ингоров был не первым, а, наверное, 50-м автором, который об этом писал. Но абхазцы почему-то говорят, что вот это Павле Ингоров, и это он придумал и так далее. А я вам еще раз повторяю, с 18 века начиная, все авторы русские, европейские, грузинские, они все писали о том, что абхазы, современные абхазы, это пришлые из Северного Кавказа. Ну, вот это мне интересно, на чем они основывались, говоря об этом? То есть они археологические, там, не знаю, какие-то артефакты рассматривали, или вот просто у людей? Да, совершенно верно. Я сейчас, если у вас есть время, это моя специальность, я могу до утра вам рассказывать. Я могу прямо вот эти цитаты привести. Вот, например, тот же Дьячков Тарасов вот на основе чего так утверждает. Вот он как раз и говорит об археологических данных, он говорит и о нравах, о быте, об обычаях и так далее. И вот делает вывод о том, что вот они пришли из севера. И причем он даже определяет, что это произошло, наверное, в 16-17 веках. Он это определяет. 16-17 век, прямо говорит. Понятно. Ну, тогда у меня вопрос как раз по археологии есть, если ты не против, Дим. Хорошо, я не археолог, но, пожалуйста. Я тоже далеко не Нет. на этой теме специализируюсь, да.
Да, я больше по современным. Говоря о том, что на всей территории Колхиды живет один народ, как доказательство к этому вы приводили тот факт, что колхидская археологическая культура по своей сути была однородна. Вот. Да. И эта однородность... Это все археологи, все, я не археолог, еще раз повторяю, в данном случае я опираюсь на труды археологов. И все грузинские, негрузинские археологи, они все это в один голос утверждают. Но когда они говорят еще там, что есть какие-то особенности, например, вот дальше Сухуми. А я вот как раз про них и хочу спросить. Да, но, знаете, вот таких особенностей внутри Грузии сколько угодно. И это зависит от природных каких-то условий. От природных условий зависит. От природных условий. И вот, например... абхазские историки говорят, что это как раз говорит о том, что там жил другой народ. Грузинские историки с этим не соглашаются. Потому что основные виды вот этих артефактов, те же самые колхидские артефакты. А вот какие-то особенности, эти особенности вызваны природными какими-то особенностями. Там низменность, там горы, там еще какие-то другие условия, да. И, естественно, там какая-то особенность в культуре. Это естественное явление. Я еще раз повторяю, внутри самой Грузии много таких вот особенных таких регионов, отличающихся, несколько отличающихся от общей грузинской. Вот если обосновывать это именно климатическими условиями, то как тогда объяснить тех же самых дольменов? Хотя, в принципе, климат в той же Абхазии или где-нибудь в Мигреле, я думаю, примерно одинаковый. Да. Но что касается дольменов, это дольмены и дальше Сухуми, и южнее Сухуми. И я не знаю, вот вы слышали или нет, когда я об этом говорил, дольмены — это не абхазское явление, это половина мира, значит, сказать, украшен древний мир, украшен вот этими дольменами, начиная от Китая и Кореи, там, Вьетнама, Индии, кончая Европой. Везде это есть. Везде есть. И нигде и никто не связывает с дольменами там существование какого-то отличного от других этноса. Но, естественно, это нужно объяснять, а так достоверно и убедительно там никто не может объяснить, откуда они пришли. Здесь разные взгляды совершенно. Здесь, знаете, когда вот неясно, точно ты не знаешь, тогда у историков очень широкая фантазия, и столько предположений, столько гипотез, там сколько авторов, столько предположений. Предположений, а не утверждений каких-то, доказательств. Это все предположения. Но как раз вот этот пример, что во всем мире мы наблюдаем вот эти дольмены, говорит о том, что они не связаны конкретно с каким-то этносом. Вот это в третьем тысячелетии дольмены появились, и в середине третьего и до середины второго тысячелетия до нашей эры. Абхазы, если жили в третьем тысячелетии, во втором тысячелетии, почему не жили в первом тысячелетии? Куда исчезли эти дольмены? Куда исчезли? Что, абхазы исчезли, что ли? Что, такой вывод, что ли, делать? Никто такой вывод не делает, никто не связывает, серьезные ученые не связывают дольмены с какими-то этносами. С какими-то этносами не связывают. Еще раз повторяю, от Корейского полуострова и вот от Индии, Индонезии и до Европы включительно. Это везде. И вот за последние десятилетия, это раньше не было известно, нашли в Восточной Грузии, Тетриц-Аройский район, например, там очень много вот таких
мегалитов, долменов. Да, но я вот смотрю на карту дольменов на Черноморском побережье, и вот прям видно, как оно идет вот, ну, где-то от вот Керченского пролива, да, и вот так плотно-плотно-плотно до Сухуми, и потом оно, ну, тут есть, конечно, пару штук в горных местностях, но потом их нет. Вот. И если еще сравнивать с археологическими находками, я знаю, что есть майкопская культура, вот, и их тоже находили в Абхазии, и если смотреть, то там чем южнее находка, тем она, собственно говоря, новее, и это может тоже как-то быть объяснено тем, что знаете, миграция зачем говорить и спорить и искать следы в третьем тысячелетии, когда по камням не определить, какой там этнос жил. Это невозможно. Это все только одни догадки. Давайте мы вот будем рассматривать, обсуждать период, когда есть письменные источники, когда есть уже письменная культура. А я вам задам вопрос. Я далеко не почему в Абхазском царстве, не в каком-то там другом царстве, в Абхазском царстве нет ничего абхазского, нет ни одной строчки на абхазском написанной. Почему? Ну, на абхазском нет написано, возможно, потому что письменности не было, но вместо нее использовали грузинскую. Что вы говорите? Все грузинскими буквами написать абхазские слова. Ну, может быть, тогда ведь писать только в основном люди из высшего общества умели, и, возможно, элиту абхазского царства составляли грузины, но это же не значит, что абхаз там тоже не было. Знаете, это невозможно вот этого. Невозможно, что древнейший народ, следы предков которого мы ищем там в третьем тысячелетии, вот от этих вот долменов, с долменами связываем в третьем, четвертом тысячелетии, это 5000 лет назад как будто бы жили, и, значит, ничего не оставили, ничего письменного не оставили. Знаете, христианство, в отличие, особенно православие же, это письменная религия. Письменная. Территория Абхазии, там несколько десятков, даже более сотни таких храмов. А почему там нигде ничего абхазского нет? Знаете, вот в этих надписях там упоминаются жители, вот, некоторых надписях упоминаются жители, их имена, их фамилии, и нигде там похожего на абхазского ничего нету. Ничего нет. Ну хорошо, вот они там писали на грузинском языке. Тогда писали бы об Абхазии как таковой. Об Абхазии никто ничего не пишет. Ничего не пишет. Все это грузинское. Почему-то. Понимаете? Можно писать на грузинском, но об Абхазии, об абхазах. Нет такого. Почему-то нету. Так что вот это вот самое главное. Это пустой спор. Никогда этот спор не завершится, там, кого там клали вот в этих долменах. Это как места вторичного захоронения. Кого там, абхазов или грузин. Это потому что вот самих этих артефактов нету. Если были, то могли там чего-то там сконструировать, генетический анализ провести и к какому-то выводу прийти. Но нет этого, этих материалов нет. Есть только одни камни. По камням этого не определить. Но у нас же впереди Колхидское царство, там Лазика, Эгриси и одна грузинская культура. Никакой иной культуры там нету. Никакой иной культуры нет. Так что, а вот искать, а вот в Гурии ищут абхазские села,
5000 лет тому назад. А вот в самой Абхазии, абхазские топонимы появляются в 16-17 веках. Вот я могу вам зачитать, какие топонимы зафиксировали греческие авторы с 6 века до нашей эры и там до 7 до 8 века нашей эры. Ничего там такого, которое указывает, что это может быть абхазское, такого там ничего нету. Там или греческого, или грузинского. Никакого другого там нет. Никакого абхазского, никакого хва и с там нету. Нету. Вот таких топонимов и гидронимов там нет. А вот в Гурии, оказывается, 5000 лет назад были абхазские деревни, названия которых сохранились до сегодняшнего дня. Ну это же смешно. А в самой Абхазии ничего такого нет до 17-16 веков. Хорошо, и тогда я задам последний вопрос, ну, перед перерывом, я потом в конце еще, если время останется, задам. Если топоним, ну, то есть, если, допустим, как вот утверждал Гамкали Лидзе, да, что абазги это грузины, а псила это грузины, вот, то и если топоним сама Абхазия, да, Абхазети это не современных Абхаз, если так предположить, то что тогда с грузинского значит Абхазети? Откуда это взялось? Да, это очень интересный вопрос. Между прочим, на этот вопрос существует много ответов существует, а это означает, что точного ответа нет, но я придерживаюсь такого мнения, что вот на территории современного Азербайджана, вот если кто-то знает город Куба по-русски, Куба. Вот это Куба до 12-13 века нашей эры назывался город Абхаз. Город Абхаз назывался. Мое мнение и некоторых, что это название людей, группы людей, грузин, которые имели определенную функцию. Вот Дербент, например, да, Дербент, вот там, где вот Азербайджан с Дагестаном. А вот Гагра тоже в некоторых источниках называется Дербентом. То есть вот в большом грузинском царстве, которое было большой империей, существовал город Абхаз, существовал там вот, где Гагри, Сочи, Адлер примерно. И где-то там вот на границе с Дагестаном, Азербайджана и Дагестана, существовал город Абхаз и Дербент. Абазг на древнегреческом означает непроходимый. Переводится как непроходимый. Ну, это какие-то оборонительные какие-то функции они выполняли, как на одной части империи, на берегу Черного моря, так и на другой стороне империи, вот где современный Азербайджан. Дербент это тоже железные ворота, да, непроходимые тоже железные врата. Да, и там так называлось, и здесь так называлось. То есть это функции этих городов и этих людей, которые там жили. Вот, я только так могу объяснить. Но то, что даже как Беньохи, там, Лозницы, Перкеты, там, какие-то Ормчие, там, и так далее. Ну, то есть, если резюмировать, то Абазг это непроходимый по-гречески. Это фактически не этноним даже, в строгом смысле этого слова. Ну, этноним как будто бы, но этноним, который определен по роду деятельности этих людей. Хорошо, и тогда получается... Таких примеров очень много на Северном Кавказе тоже. И получается, слово Абхазети исходит из Абазга, которое означает род деятельности людей.
Знаете, именно Абхазети, из Абхаз происходит Абазг. Абхаз-Абазг. Это Гамхрелидзе очень так четко и ясно доказал, как лингвист. И, ну, не знаю сейчас, он номер один специалист по этому вопросу. И, естественно, я верю ему, потому что другого такого внятного, убедительного объяснения этого термина нет. Но это грузинский термин. Абхазия – это грузинский термин. Ну, есть авторы, которые говорят, что вот Абхазия, Абха. Абха – это, как она по-русски, ну, вот это вот место, да, вот, плечо как бы. Да, плечи, печень, карту, Абха. Ну, край, какой-то предел, вот так. Да, ну, такое тоже есть. Ну, я не знаю, может это правда, но я больше придерживаюсь мнения, что абхазы это этноним, созданный по роду деятельности этих людей, по роду их занятия. И это очень было распространено в то время. Еще раз, мы имеем Абхаз не только вот на этой территории, а имеем и на другом конце грузинской большой империи, периода Ахмашенебели и царицы Тамар, вот территория, которая сегодня находится в Азербайджане. Вот город Куба назывался городом Абхаз, пожалуйста. И Дербент, и там, и здесь. И Абхаз, и там, и здесь. Что, и там тоже вот эти абхазы жили? Конечно, нет, но это же несерьезно утверждать. Ну, хорошо, я вашу позицию понял. Пока передаю другим слово, а то я слишком много времени. Пусть сейчас вопрос задаст Георгий Чугунадзе. Он давно руку тянет. Да, спасибо, Батон Джамал. Мне очень понравилась лекция. У вас очень хорошая манера структуризации. Вы не теряете отменить все истории от начала, от А до Я. Это хорошо. У меня первый вопрос будет по поводу названия Абхазии. Вот вы же сказали, что абхазы сами себя называют Апсуа, а мы называем их абхазами. Но мы же называем себя картвелами. Но вне картвелов мы называем себя грузинами. Не аналог разве этого всего? Это мой первый вопрос. Второй вопрос по поводу карты Ламберти и Гастальди. Вот если у меня сейчас перед собой эта карта, общаясь с одним абхазским историком, он указал на как раз выше Мингрели есть такое царство Кайтаги-Реги. Что кайтакцы это были дагестанцы, поэтому... Да, это дагестанцы, это просто ошибка там. Да. Он говорит, что как кайтаги появились там, когда и Абаз-Гиреги появилась выше, то есть за хребтом, когда на самом деле это должно быть наоборот. И он говорит, что Акуа, город, который обозначен за хребтом, на самом деле неправильно он обозначен. Вот что вы думаете по этому поводу? Георгий, я извиняюсь. Если это был единственный случай, тогда, конечно, можно было допустить, что автор ошибся. Но я же привел множество источников, и грузинских, и греческих, доказывающих, что грузины жили до Малой Хазарии, до Кубани. Очень много таких источников. Есть здесь как раз совпадение этих грузинских источников с греческими, с древнегреческими. А Гастальди, он не грек. У нас есть итальянские карты, португальские, испанские, французские карты. Да, даже русская карта Российской империи 1793 года. Это период Екатерины II. Вы посмотрите, пожалуйста, на эту карту. В этой книге тоже она есть, фрагмент этой карты. Там Грузия, начинается там как раз у Азовского моря, и там внутри указаны области Имеретия и Мегрелия. И как раз Мегрелия достигает до
Азовского моря. Ну, конечно, в XVIII веке это не так было. Реальная картина XVIII века это не такая, но русские прекрасно знали историю. Прекрасно знали. Вот если вы слышали, Герберштейн был такой дипломат немецкий, который в 20-х годах XVI века 2 раза приезжал в Россию там, с дипломатической миссией. И там долгие времена оставался. И он написал книгу «Историю Московии». Московией называлась Россия. И вот по этой книге вся Европа познакомилась с историей России. И вот в этой книге он пишет, Герберштейн, что по словам русских, вот русские ему сказали, что за Кубанью живут, за Кубанью находится Мегрелия, а вдоль Кубани Авгазы, Абазы тоже. Понимаете, вдоль Кубани. Это вот Герберштейн говорит, по этой работе вся Европа знакомилась с историей России, не знаю, там несколько веков. На все языки эта книга была переведена. Естественно, и на русском языке она существует. Так что мы можем разные источники вам приводить. Разные источники. Разные карты, где граница Грузии именно там. Именно там. У Азовского моря. Так что, я еще раз повторяю, если один Гастальди был таким автором, тогда, конечно, можно было усомниться, что человек ошибся. Вот как он Каитаги, там, не на берегу там, Каспийского моря там, или там где-то расположил, а на берегу Черного моря. Естественно, это неправильно. Но это не значит, что там все неправильно. В конце концов, есть турецкие карты, но турецкие карты это более позднего периода. И там, значит, до Сухуми, Мегрелия, и дальше Сухуми, Абхазия. Это уже более позднего периода карты. К тому же еще карта Меркатора есть, тут то же самое. Да, вот. Да, карта Меркатора, совершенно верно. Но это Меркатор великий картограф вообще. Я понял, спасибо. А как по поводу названия Апсуа, они, конечно, себе называют, но мы тоже называем себя картелом. Да. Да. Да, понятно, но, знаете, мы картелами себя называем, а другие нас называют грузинами. Мы же себя грузинами не называем, гурджами себя не называем. Вот турки нас называют персы гурджами, да, или георгианами, Георгия там на английском или на немецком, французском и так далее. Мы же это себя так не называем, мы картелами себя называем, а они себя называют Апсуа. А вот мы, народ, население, которое там жило, мы называли абхазами. И вот население, которое пришло туда, вот по названию территории назвали мы абхазами. Мы назвали абхазами, но они себя абхазами не называли. Впрочем, в 1992 году в Верховном Совете Абхазии, это еще до войны, там Валерий Кварчия, который сегодня там является председателем де-факто парламента, сегодня является, он тогда тоже был депутатом, мы коллегами были. И вот он предложил переименовать Абхазию в Апсны. И Ардзин бы сказал, весь мир нас знает как Абхазия, и подождем, всему свое время. Они себя не считают никакими не абхазами, они себя считают как Апсу. Это не два названия там одного народа, как грузин и картвели. Это они называются только Апсу, и никакого другого названия у них нет. Это те же абазины, это абазинское племя. Абазины и Апсу – это одно и то же. Вы можете посмотреть сегодня де-факто конституцию Абхазии. И там вот написано, что
народ Апсу, потом в кавычках Абазы. Это одно и то же. Одно и то же. Вот, пожалуйста, вот здесь, да, два названия. Как в Грузии бывает, да, вот Картвели, Маграм Картвели делится Кахели, Картлели, Имерели, Курули, да, Сешемды. Вот такие абазины Апсу. А что касается абхазов, они приведены туда абхазским владетелем. Владетель Абхазии, Щервашидзе их туда привел. И вот мы их называли абхазами. Между прочим, Леван II Дадияни, который правил Мегрелией в 17 веке, в первой половине 17 века, там 611-57 год. Значит, вот по греческому источнику он окрестил 40 тысяч абхазов. То есть в 17 веке, вы представляете, 40 тысяч абхазов окрестил. А зачем нужно было крестить в 17 веке абхазов, если они там жили с первого века и даже до нашей эры? Там Пицунда там, Лыханский храм там, и вообще величественные храмы, множество храмов, до 30 храмов старых в современном Гудаутском и Какском районе, до 30. И Левану II Дадьяну приходится их крестить. Их крестить. Но так и не окрестил. Так и не привелось там христианство все равно. А почему? Потому что там уже новое население пришло. Новое население пришло. Не христианское население. Язычники пришли. Понимаете? Это тоже очень важный аргумент. Спасибо большое. Так, слушаю внимательно. Если есть вопросы, пожалуйста. Есть еще вопросы у кого-то? Вот я вижу, руки тянут. Не, у меня больше нет. Пока. Хатуна Дзадзами. У вас есть вопрос? Хатуна Дзадзамия. Дзадзамиявцы живут в Цаленджихах, да? Камарджова, Батону Джамал. Знаю, да, значит, в Цаленджихах живут, но я по происхождению из Абхазии, из Мерхеули. Да. Очень приятно. Спасибо за лекцию. Мадлот. У меня такой вопрос к вам. Вот вы говорите, что абазги и абщелы, то есть, по-вашему, они были протогрузинскими томами, правильно? Вы как-то коснулись этой тематики, но